Как говорится, ни пуха, ни пера, болеем за всех. Викторина между школьниками Карабулака разбита на несколько раундов. Вопросы каждого из них по разным направлениям, но тематика одна. Ингушетия, ее язык, история и биография известных земляков. В первой части соревнований необходимо осмыслить ингушские пословицы и рассказать жюри и зрителям, в чем смысл национальных афоризмов. На раздумье дается 40 секунд. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу. Объясните смысл пословиц. Маан хадоузита. Хаухардар. Дезу дика беркат дука. إكر حلقة حي ديز مش حلقة حاجة إكر حلقة حي إزل أتمدحوقي دезала. То есть дети будут брать пример со своих родителей, и они будут показывать, то есть лицо своих родителей. Именно в идея. Первый раунд викторины состоит из 10 пословиц. С этой частью игры все 3 команды справились без особых проблем. 5-я школа 6 баллов, общий счет. 4-я школа 4 балла и 1-я школа 5 баллов. Далее в ход идут уже более сложные вопросы. Школьники должны назвать год написания и автора гимна республики, основателей самой старейшей газеты Кавказа «Сердало», автора Конституции Ингушетии. Все эти темы входят в школьную программу республики и особых проблем не доставляют. Ровными рядами в восточной части зала лежат телефоны участников викторины. А это значит, что использование гаджетов запрещено. Надежда только на собственные знания. Но лично я не досчитался 4 телефонов. Будем надеяться, что их просто нет. Следующая часть уже проверяет знание ингушского языка, а именно прямого перевода текста с русского на родной. В качестве примера детское стихотворение. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ох, доска кончается, сейчас я упаду. Участие в викторине приняли 3 команды по 5 человек в каждой. За знание лучшего знатока родного края борются 1-я, 4-я и 5-я городские школы. После 4 раундов победу забирают хозяева викторины. 5-я школа 21. 4-я школа 16 и 1-я школа 17 баллов. Что насчет знаний, я скажу, их не всегда достаточно, да. Кто бы сколько бы ни знал, но дополнительные знания никому не помешают. Вопросы были не из самых легких, но не слишком тяжелыми. Игра была очень интересная, соперники были довольно сильными. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий было побольше. Победители городской викторины будут отстаивать имя Карабулака на республиканском этапе, а игроки из 1-й и 4-й школ еще получат шанс поквитаться. Во-первых, мы выступили намного лучше, чем мы планировали. Мы ожидали, что вопросы будут действительно сложными, и мы не сможем дать на них ответ, но хотя наши ожидания, они не подтвердились, и поэтому мы ответили на вопросы довольно-таки хорошо, как я считаю. Из-за того, что я прежде не знала много чего интересного, мне, конечно, было сложно, но сказать в среднем. Остальным участникам, я считаю, например, те, кто выиграли, им, наверное, было легко, потому что они знали больше, чем мы. Популяризировать ингушский язык среди детей с этой целью викторины организуются в городах и районах республики. Подобные игры уже прошли в Джайрахском и Назрановском районах, на очереди Малгобек. Задачи популяризации ингушского языка. Просто чтобы люди начали говорить о том, что чтобы люди более чаще говорили на ингушском языке, знали о том, что есть и свой язык, нужно говорить в первую очередь на своем языке и вообще просто популяризировать эту идею. Победители викторины получили не только шанс представить Карабулак на республиканских играх, им также вручили дипломы и ценные подарки. Муслим Ганиев, Рахман Цуров, Магаз 24.